Евросоюз отправил в Таджикистан нового посла. Журналисты радио «Зоди» настоящего времени признаны потерпевшими. МВД Таджикистана возбудило уголовное дело по факту их избиения. Эмомали Рахмон снова запретил проверять субъекты предпринимательства. Остановятся ли проверки? Сборная Таджикистана разгромил команду Мьянмы в рамках Кубка Азии 2023. 8 июня заместитель главы МИД Литвы Раймундас Караблис назначен главой представительства Европейского Союза в Таджикистане. На этом посту он сменит шведского дипломата госпожу Мэрилин Джозефсон, которая возглавляла дипмиссию ЕС Душанбе с осени 2018 года. Госпожа Джозефсон назначена руководителем представительства ЕС в Кыргызстане, передает служба новостей Центральной Азии. Официального сообщения о назначении нового посла на сайте представительства ЕС в Таджикистане нет, однако на официальном сайте Евросоюза в объявлениях о новых назначениях на руководящие должности от 8 июня есть сообщение о назначении Раймундаса Караблиса. Органами МВД Таджикистана по факту нападения на журналистов радио «Зоди» и настоящего времени возбуждено уголовное дело, а журналисты признаны потерпевшими. Об этом сообщают ООО «Независимый центр по защите прав человека». Именно в этот центр 18 мая 2022 года поступило письменное обращение от руководства радио «Зоди» в Таджикистане о предоставлении правовой помощи в связи с нападением на журналистов. Центр предоставил адвокатов Абдурахмона Шарипова и Наргиз Ходиеву. Уголовное дело расследуется по статье 248, часть 2 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Грабеж». Корреспонденты радио «Зоди» настоящего времени в Душанбе подверглись нападениям 17 мая после того, как они побеседовали с Сульфатхони Маматшоевой, активисткой гражданского общества Горно-Бадахшанской автономной области. Спустя 10 дней после нападения вечером 28 мая незнакомый мужчина встретил Мулараджаба Юсуфзода на столичной улице Лахути и сообщил, что служебная техника и мобильные телефоны находятся у него и вернет их только после того, как журналисты заберут свои заявления. Он угрожал, что в противном случае семьи журналистов не смогут чувствовать себя в безопасности. Адвокат Абдурахмон Шарипов, предоставленный ООО «Независимый центр по защите прав человека» для оказания правовой помощи обратившимся журналистам, сообщил, что 7 июня в рамках уголовного дела начато производство следственных действий. 8 июня МВД Таджикистана в ответ на запрос радио «Зоди» передало для исполнения в МВД по городу Душанбе заявление о применении мер для обеспечения безопасности журналистов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал вчера, 8 июня, ряд законов, сообщает об этом пресс-служба президента Таджикистана. В числе подписанных президентов законов закон о моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства, который направлен на приостановление проверок деятельности субъектов предпринимательства и по сообщению источника нацелен на развитие предпринимательства и деятельности предпринимателей и создание новых рабочих мест. Однако практика последних лет показывает, что такие законы остаются на бумаге и проверки не только не приостанавливаются, но и в некоторых направлениях набирают новые обороты. На возражение предпринимателям проверяющие отвечают, что с одной стороны подписывают закон, а с другой стороны требуют выполнить план бюджета любыми путями. Сборная команда Таджикистана по футболу в первом туре отборочных соревнований Кубка Азии 2023 в группе F обыграла команду Мьянмы со счетом 4-0. Матч прошел в Бишкеке. Таджикская сборная открыла счет уже на 9-й минуте, когда по воротам соперника удар нанес Шервони Маматшоев. А во втором тайме соперник остался в десятером, а на 56-й минуте Манучер Джалилов с пенальти удвоил преимущество своей команды. Спустя 2 минуты Шервон Маматшоев довел счет до 3-0, забив второй свой гол в этом матче. За 6 минут до конца основного времени игры Эхсони Паншамбе сделал счет разгромным 4-0. Отборочный этап Кубка Азии 2023 проходит в 6 подгруппах. Все победители и 5 лучших команд со второго места выходят в финальный раунд. После матча главный тренер сборной Таджикистана Петр Сёгард поздравил всех с победой и отметил, что она посвящается всему народу Таджикистана.